Дорогие друзья, мы находимся практически в центре города Якутска, в 103-м квартале, в одном из самых уютных районов нашей столицы. Улица Лермонтова – одна из главных автомобильных артерий нашего города. И вот здесь, посреди улицы, практически в центре города, находится удивительное место, куда нас с вами пригласили. Пройдемте. Дорогие друзья, мы находимся в гостях у нашей героини сегодняшней передачи. Это Надежда Михайловна Колодина. Мы у нее побываем, у нее в гостях, посмотрим, удивимся. Ее сад-огород, ну просто потрясающий. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Ну что, пройдемте к вам? Пройдемте. Это наш сад-огород. Отлично. Какая красота! Надежда Михайловна, ну вот мы находимся у вас в таком шикарном садике. Это просто невероятно, в центре города, среди шума городского. И вот увидеть такое, это просто невероятно. Огромный цветник, и он весь разноцветный, яркий. Но давайте начнем вот с этой огромной клумбы. Что у нас здесь? Это петуния, да? Это петуния, тайдал велюр. Угу. Ну это, говорят, еще гигантская петуния, да? Гигантская, да, петуния. То есть она вырастает, смотрите, огромного размера. Да. Это у вас один она куст свисает. Здесь? Нет, у нас здесь несколько кустов. Несколько кустов. Да, а несколько примерно кустов. Сколько? Ну вот говорят, что один куст должен занимать 15 литров. Да. Ну то есть грунт должен быть вот такого объема. А здесь 3 куста, соответственно, где-то... Нет, тут больше тут не 3, тут кустов 6. 6 кустов, 6 вот, кустов, да. Но у нас в Якутске, посмотрите, какая может быть такая замечательная клумба из 6 кустов. Это петуния тайдал. Как вы за ней ухаживаете? Велюр, ага. Велюр. Ну, мы ее посеяли 13 января. Их посеяли, потом мы их черенковали, эти петунии. Постоянно подкармливали универсальной фертикой. Это в январе, да, вы посадили? В январе месяце, 13 января посеяли мы их. А вот интересно, ваша клумбочка, она украшена еще вот такими вот кустиками. Они похожи на цинию. Но это что-то Нет, другое, это да? не циния, это как цинария, или как она называется, серебристая. Просто хотели, чтобы что-то было среди. Надо было просто, наверное, белые эти посадить. Может быть, просто разбавить, такие петуни, да? Петуни, да. В следующий раз надо белые петуни сажать. Скажите, вы вообще в петуниях, видимо, вообще очень хороший знаток. Какие еще сорта вам нравятся? И... Ой, ну, вы знаете, я покупаю все сорта подряд. Какие мне нравятся на картинке, я те сорта беру. В общем-то, выбирать не приходится. Вот здесь посмотрите, какое огромное количество разных, и туда вот так дальше, простых семян. Хорошо, давайте мы про тайдал все-таки поговорим более подробно. Значит, вы высаживаете сеянцы семенами, да? Да, мы сажаем, покупаем грунт универсальный, сажаем в январе, 13 января мы сажали их. Мы сажаем их сначала в таблетки. Потом они немножко подрастают, мы начинаем их покирать в эти... В маленький стаканчик. С маленького стаканчика через некоторое время ему надо побольше стаканчик. Опять перевалку делаем, побольше стаканчик, там они вырастают, подрастают где-то такие, и мы потом начинаем вот от них черенки отрывать и черенковать. Тоже сажаем в таблетки, в целлофановый пакетик закрываем. Там они у нас под этим, под цветом на окнах сидят. Но это практически из одного как бы семечка можно черенковать можно очень много начеренковать. Да. И украсить вообще любой сад, огород при желании, это вполне возможно. При желании. Но тайдал, конечно, полюбился очень многим якутянам за то, что это огромный куст. И нам прям вот хочется как-то, чтобы глаз радовался, да, чтобы огромный красивый видеть куст, именно цветочные культуры. А петуния, она одна из таких вот культур, которая неприхотлива. Вы можете это подтвердить? Да. А тайдал, тем более, они неприхотливые. Дождь прошел, они тут же опять встали. Да. Ветер прошел, они тут же опять встали. То есть для счастья им совсем немного нужно, эти петунии, они, если дождь их побил, все, они уже сидят потом сколько, не знаю, неделю, может, отходят.
Ну, то есть Если- они обижены, потому что ваше Обижены, сердце да, отдано да. тайдалу. А что это за сорт вот здесь вот петуния? Ой, ну я сорта сейчас не помню какие. Здесь Мгм. сортов много их. Это надо просто тогда было этикетки взять. Мгм. Ну, то есть Разные некоторые сорта. огородники, они прям ставят такую вот, ну, Нет, я допустим, это ничего меточку. я ничего не Мгм. ставлю. Ну, а на будущее. Ну, в принципе, у вас, я вот когда хожу вот здесь рядом, я живу, постоянно вижу у вас здесь вот этот вот замечательный цветник. И всегда у вас что-то новенькое получается. Да, мы Всегда каждый у год вас что-то- обновляем. Да. Мы поговорили про тайдал. А вот эти вот растения, Это- ну, все петунии знают, как выращивать, да, как Да, примерно. да, А, кстати, вот говорят, что нужно их подкармливать не чаще, да. ну, В неделю трех, раз нужно. в неделю раз. Или в 10 дней раз. А какие удобрения вы предпочитаете? Фертика, мы всегда универсальной фертикой пользуемся. И то есть фертика вам прям Да, помогает, прям спасает помогает от всех вообще она. И напастей как посадили с самого начала, и начали питает. питает, да, и они хорошо растут. Вот эти эустомы, мы когда их в начале июня мы уже продавали, они уже были такие большие, уже цвели. Надежда Михайловна имеет очень богатый опыт выращивания цветов, и, конечно же, для нее, в общем-то, очень простая задача вырастить у себя на участке, вообще в центре города, среди вот выхлопных газов, среди, ну, в общем-то, достаточно агрессивной такой среды окружающей, да, но при этом у нее растут эустомы. Эустомы, как мы знаем, как многие огородники знают, это очень капризные растения. Вот. А вам удалось вырастить такие красивые эустомы. Да, оно очень капризное, это растение. Посеяли мы тоже их 13 января, тоже сначала в таблеточке, потом тоже пересадка в грунт. То есть вы как Подсветка отметили обязательно. Новый год Подсветка и обязательно. начинаете И после Нового работу. года начинается у нас работа, да. Уже Уже с января вы месяца. уже мыслями Да, уже да. в лете. И перелив они боятся, их перельешь, они пропадают, их засушишь, они пропадают. В общем, они Но такие давайте вот капризные. здесь, эустомы. как вы их нынче как-то вот выписывали? Примерно полив у вас был раз в неделю или 2 раза, Нет, или я каждый день? в 2 дня раз поливала их. Я старалась их Да. не пересушить и старалась их не перелить. Мгм. Как Смотрела вы по влаге еще. по влаге, как вы влагу проверяете? Ну, прям руками, Пальчиком. да? Пальчиком, да, если Пальчиком влажность. проверяю, да, Но если чтобы вода здесь прям не стояла и не Нет, хлюпала, нет, как ни в коем говорится, да? случае. Мгм. Они не любят застой воды и не любят они засуху. Ну, Поэтому- эстома, конечно, очень красиво. А вообще вам нравится фиолетовый цвет, видимо, Нет, да? а у нас там вот еще есть всякие разные. Вот стоят рядом. М. Белые, желтые там. Это все эустома. Это и дальше туда эустома вот. В Это январе всё вы эустома. посадили, опять-таки тоже как бы вы вылезли вот эти, проклюнулись семена, потом пикировка Да, примерно через да. какое время? Ну, как немножко подрастут, начинаем. Дней через 10, через 12 пакировка. Мгм. А потом вот из этого маленького, ну, стаканчика пересаживаете, когда вы понимаете, Нет, что мы нужно... мы уже сажаем в кассеты. Ага, По 40 штук кассеты и каждую сажаем в кассеты. мгм. И Понятно. они у нас так в кассетах сидят на столе. А потом уже вы пересаживаете в грунт. Ну, в грунт примерно в какое время пересаживаете? В грунт мы пересаживаем вот в июне месяце. Прямо они у нас в кассетах стоят. Прям в кассетах, вот здесь? Да, вот? в кассетах А, стоят. То есть вы кассету, а она потом разлагается, да? Вот, Да, это? просто туда снизу подэтываешь, вытащишь ее, она полностью таким кубиком сохраняется, Мгм. корень не нарушается в кассетах. И пересадку делаем. А вот грунт, оно же очень прихотливое, такое очень капризное Да, растение. грунт, Вот по поводу грунта расскажите. грунт мы брали, что здесь, песок одна часть, 2 части перегной и 2 части дерновой земли. У нас же торфяных же нету земель, поэтому мы брали вот такое соотношение земли. Тоже. Петунья не любит она перегной, ей вообще перегной не надо. Петунья это любит перегной. Мгм. Ну вот эти видите, цветы. какие особенности. Да. То есть цветы все по-разному воспринимают землю, Да. берут микроэлементы. Казалось бы, все питаются одним и тем же, но если с чем-то переборщить, то есть для одного растения это хорошо, для другого это Да, уже как да. бы не очень. Здесь у нас тоже тайдал, да, я вижу Здесь вот эта тайдал вот тоже грядка. сидит, да. То есть вы очень красиво оформили, симметрия, то есть посерединке эустомы, очень красивые, и по краям
Это тоже 6 кустиков, да, Тайдала? Ну, где-то кустиков 8, наверное. Здесь она Здесь немножко, побольше, да, она немножко маленечко? побольше, наверное. Мгм. И вы прям так хорошо, знаете, вот подобрали все цвета, то есть у вас они вот бордовые, розовые, да? Мгм. Это тоже, получается, вы посадили, ну, грубо говоря, 3 семечка, ну, или 8 семян, да, вот у вас 8 кустиков, и они пошли и черенковать, да? Да. Вот, то есть вообще по цене как бы это получилось недорого. Да, конечно. Да, чем покупать потом, За уже 250, да, за 250, один кустик, ну, уже у огородников. А, кстати, вы занимаетесь продажей? Наверняка к вам Занимаемся, многие мы продавали обращаются. их. А, Мы Тайдал продавали, мы Устом продавали, очень много продали. мгм. Устом. Мы посеяли 13 января 200 штук Устом. Ух ты. А То у есть, нас видите, здесь, мы все продали, у нас здесь то 200 не есть сидит. ваши хобби можно Да. вот так вот монетизировать. Да. То есть не сидеть сложа руки там, допустим, дома, а еще создавать красоту, ну и при этом еще как-то уметь зарабатывать на этом. Дорогие друзья, наша героиня с огромным удовольствием выращивает и очень любит цинии. А цинии, как известно, 1500 лет назад выращивали, очень уважали ацтеки в Америке. Ну а потом Колумб, видимо, для своей возлюбленной привез эти красивые цветы в Европу, и с 18 века этот цветок пошел шагать по всей Европе. Но вначале, конечно же, поселился в садах аристократов, ну а потом полюбили эти цветы, конечно же, абсолютно все. И вот у нас в Якутске этот цветок тоже полюбился очень многим садоводам-огородникам. И вот Надежда Михайловна, конечно же, не исключение. Как ухаживать за этим экзотическим цветком, но который, в общем-то, стал уже вполне привычным для нас, для якутян? За циниями уход сильно не нужен. Можно посадить в простую землю, можно... Ну, подкормка обязательно нужна. Тоже вот так же универсальной фертикой подкармливаем. Не знаю, я сильно за циниями не ухаживаю. Посажу и сидят и цветут. А какой грунт, какой полив? Любой грунт. Вот простой грунт здесь. То есть достаточно неприхотливое такое растение. Они неприхотливые, да. И вот здесь сидят эти хризантемы, астры сидят, они тоже неприхотливые. Но, кстати, тоже. циния – это вообще семейство астровых, да? И астры рядышком с Да, вами. астры А рядом. цинии, они бывают небольшого росточка, где-то 20 там, сантиметров, а бывают метрового А роста. бывает, вот сидят там большие, вот рядом с Мгм. вами. Цинии. То есть 50 сантиметров где-то примерно, да? Да. И вот это надо учитывать при ландшафте, при Да, дизайне посадки своего учитывать. цветника. Про астры. Ну а про астр что сказать? Тоже грунт, тоже любой грунт они. Хоть какой грунт. Можно любой грунт. Я в любой грунт сажаю. Астры, хризантемы, вот один грунт здесь. Уже сколько лет мы его не меняли. Этот грунт. Здесь простая земля. Просто простая земля, немножко добавлен песочек. Все, больше ничего здесь. Перегноя нет. Также перегноя здесь нет совсем. Ну также вот я их подкармливаю этой тоже, универсальной фертикой подкармливаю. Все, больше что тут. Чем болеют растения? Могут вот такие напасти? Да, вот эти астры, у них идет, как же заболевание-то, вот там сидят они, пузариоз. Фузариоз, да? Да. Мгм. Вот она вот такая большая вырастает, вот такая большая, да, и вот там сидит, по-моему, я не выдернула, оставила, и начинает, вот уже цветет, и снизу начинает все у нее желтеть, заболевает. Ну вот здесь сидели цинии. Вот заболевание тоже у цинии сейчас стало какое-то, я не знаю какое. Тоже у меня, вот здесь я садила 50 штук, из них 11 штук вот этих больших, все вот они, все пропали цинии. Пришлось вместо вот них посадить вот эти ноготки радио, потом вот бархатцы посадить, ноготки. А это сидит вот фасоль декоративная. Ой, расскажите, пожалуйста, про фасоль. Это так красиво. Как можно задекорировать свою беседку Ну, вот таким же образом? Как фасоль декоративная? Мы ее сеем в начале мая, в теплицу выходим, и мы начинаем рассаду сеять. Ну вот она, вообще они вот эти вьюны фасолевые, они неприхотливые, они не болеют. Но сейчас появился паутинный клещ. Уже 3-4 года он нас вообще достал. Ну вот, брызгаем постоянно, брызгаем всякими. Вот есть же препараты продаются от паутинного клеща. Покупаем, брызгаем. Кое-что сохранить успели, кое-что.
Он у вас так красиво цветет, но видно, что вы за ним очень ухаживаете. Ну, конечно, постоянно трепетно. прополка, постоянно рыхление. А когда цветение, как он цветет? Вот сейчас август, и он так красиво у вас цветет. Когда начинается цветение у этого Он начал растения? полмесяца назад уже цвести. С середины июля начинает он цвести. А до этого он просто набирает массу Да, зеленую, он набирает массу. Но если его пораньше посадить, это мы уже подсаживали третий раз, потому что этот паутинный клещ всё съел, скушал. А если пораньше посадить, то он раньше будет цвести. Скажите, пожалуйста, вот чтобы красиво цвел вот этот вот декоративный у нас вьюнок, да, можно ли вначале в самом как-то вот подкармливать, чтобы он побыстрее набрал зеленую массу, ну и, соответственно, потом дал цветки красивые? Ну да, ну вот я, например, вот этот ряд я вот подкармливала сначала этой кальциевой селитрой, потом селитрой вообще я еще подкармливаю, потом этой калийкой подкармливала для цветения и для этого, для роста. Друзья дорогие, конечно же, украсить свой сад-огород помогут обыкновенные лобелии и дихондры. Мы сейчас узнаем, как вот наша Надежда Михайловна, как ей удается высевать, они такие меленькие. Как высеваете лобелию? Ну, мы высевали их, раскладывали ткань, сеяли вот так эти семечки, закручивали, скручивали, ставили в стакан. Лобелию высевали. Дихондру. Вы куда клали семечки еще раз? Семечки на ткань. На ткань. На так. ткань, да. Ткань смачивали. Ткань смачивали, потом ее закручивали и стакан ставили. Угу. И там они произрастали. Понятно. А потом уже каждый корешочек пинцетиком, да? Корешочек он сам Прям по себе, пинцетиком, да, потому что отдельно. они очень меленькие. Они очень И я меленькие. пыталась тоже высаживать, но у меня ничего, увы, не получилось. Но когда они уже растут, они, в общем-то, уже такие не очень-то и капризные, да? Ну, давайте быстренько. А лобелию, Лобелию, мы же про лобелию говорим. Про лобелию мы сказали, а дихондра просто сеяли. Но я ее 2 раза сеяла, она у меня не всходила. Еще серебристая там в теплице сидит тоже. Вот сейчас будем черенковать ее, как-то хотим вырастить. Вот она вот немножко, она вообще должна свисать, но она не свисает. А в какое время вы посадили? Лобелию мы посадили поздно. Где-то мы ее в марте месяце. Вообще ее лобелию надо рано сеять. Тоже где-то Да, чтобы она прям такая вот. в январе-феврале? Да, если шаром вот таким надо ее где-то в январе сеять. А вот чтобы Такое этот же шарик, время, как- чтобы вот такой шарик получился, как у вас, сколько нужно семян посадить? Одну. Если хорошую рассаду вырастить, всего одну надо семечку. Она То есть должна- из семечка вылезает одно растение, Да, а потом вы да, а она черенкованием, потом да? вот так вот вырастает. А, то есть она разрастается Да, сама? Да. Ой, как здорово. Вот такая красивая оказалась она, вот видите, совершенно простая космея. А уход какой? Посеяли, посадили, поздно посеяла. Где-то в апреле, в начале апреля я ее посеяла. У космеи тоже очень много разновидностей. Вам полюбилось какое? Вы как-то вот или Мне взяли нравится, любое? Вот я вот на картинке увидела, вот именно такая махровая космея, поэтому я ее посадила. А так я ее вообще редкий раз, когда сажаю. Скажите, а вот эти вот нежные цветы, это тоже космея? Это тоже космея. Ой, смотрите, какая вообще, ну, очень разнообразные цветы, оказывается. То есть они по-разному выглядят. Вот это махровая, а вот это вот какой-то другой сорт, да? Да. Не Это, помните ну, какой? я Такой нежный цветок. Я не знаю, как название, но один сорт. Написано один сорт Мгм. космея. А получается, видите, тут совершенно разное. Одни махровые, одни это, Очень одни красиво. простые. Ну, а там у вас просто вот сидит Анютины глазки, Анютины да? Они глазки радуют, сидят, да. конечно же, очень украшают любой двор, абсолютно. Это ипомея. Она у нас паданка взошла. Здесь у нас вьюны все сгорели, пришлось вот эту паданку посадить сюда. Как понять паданка? Ну, в прошлом году ипомея была, семена упали и в этом году выросли. Садили маленькие вот такие совсем, ну вот сейчас растут, не знаю. А паданки вы тоже высаживали, ну, как, высевали или... Нет, они в прошлом году семена сами упали от помеи. Мгм. И Это, сами вышли? Вышли сами, вот. То есть вы с ними вот абсолютно растет. никак не Ничего не возились, делала. в январе там не думали, что вот бы и Нет, помею нет, посадить? да. Просто я их распакировала, чтобы у них коренная система развилась, и посадила.
Они у вас так красиво цветут. Да, они вообще красивые, мне нравятся и помеи. Вы их как-то подкармливаете? Нет, это ничего я не кормлю. Слишком много надо подкормки, чтобы кормить все. Мгм. А вот рядышком с ипомеей, что у вас растет, вот эти вот кустики, Вот еще это- не раскрылись? Ночная красавица. Это подружка принесла ночная красавица, но она раскрывается вечером. Мгм. Она днем не раскрывается. Тоже вот паданка нападала. Тоже она у нас сначала принесли такая красивая была, а потом жара была вот в июле. Она сгорела вся, а сейчас опять по новой начала расти. Мгм. Хорошо, вот вижу, у вас дельфиниумы еще есть, да? Да, ну что-то дельфиниум, конечно, они меня не радуют. Один цветет, а эти вообще все. Мгм. И вот здесь у вас, конечно, Надежда Михайловна, но вы, наверное, больше всего любите петунью. Да, Почему вы ее любите? За что? да потому что она красиво цветет тут прямо шапками. Еще если ее обрезать постоянно, то вообще. И, ничем- наверное, в и она уходе ничем она... не болеет. Да, и в уходе она В тоже... уходе она, конечно, легче за ней ухаживать, чем вот за всеми вот эти сальвии, вот эти сажу я. Но я говорю, надо цвести, вот она все лето отсидела, уже давно надо цвести. Она не цветет, она сидит и жирует. Вот я уже несколько раз ее обрезала, вот эти листья. Одни листья, цвета нет. И уже подкармливала и кальциевой селитрой, и калиевой селитрой, бесполезно. Вот только она начала цвести, и то цветочки какие-то, вот видите, они почему-то сохнут. И влаги хватает, поливаю, достаточно наливаю воды, не знаю, что ей не хватает сальвии. А так он вообще красивый цветок сальвии. Это цветочек, ну, мальва, наверное, скорее назовем, да, чем штук розы. Ну, не знаю, вот я в прошлом году садила, что-то у меня не получается, чтобы они какие-то прямо это Ну, росли. капризное растение. Капризное, мне кажется, растение. А что требуется? Тепло особое Да я не какое-то? знаю, что требуется. Я и удобряла, и поливала. А что им надо? Вот они тоже ушли в В листву. зелень, да, в В листву листву. ушли они. в Наверняка вы Вот они чем-то тоже перекормили сидят. их в самом начале. зелень. Нет. Нет, да? И почему-то вот они стали набирать листву. 10 раз я один раз. 10 Очень раз большие подкармливала. листы, похоже, я уж подумала, не тыква ли тут у вас или, Нет, нет. какой-то там, не Их знаю, вот кабачок. 3 кусточка. Вот 4 посадили, один вот такой, а эти 3 почему-то вот такие какие-то непонятные. Мгм. Ну и, дорогие друзья, конечно же, любой садик украшают вот такие прекрасные, чудесные подсолнухи. Они, правда, похожи на солнце и притягивают солнышко в наш участок. Так, а это у нас здесь подсолнух, он называется как? Мишка. Как ухаживаете за ним? А уход такой же, уход поливаю, подкармливать я их не подкармливаю. По-моему, подсолнухи они не требуют подкормки. Никакой подкормки не надо. Скажите, а этот сорт, он декоративный, то есть из них семечки не получаются? Не знаю, я не пробовала, я в этом году первый раз их посадила. Ну, у вас Ну, получилось наверное, очень будут красиво. семечки, как не будут, по-моему. У каждого, по-моему, цветка, наверное, семечки есть. Они прям радуют Поэтому я своим видом. надеюсь, что будут семечки, и семечки с них собрать. Нужно Такие будет. жизнерадостные. Да. Так, вот в этой клумбе, эта клумба сделана из пластиковой трубы. Канализационные, да? Канализационная, это пластиковая труба. Здесь сидят цветы портулак. Ну, к выращиванию они неприхотливые. Посеяла, они растут, им ничего не надо, ни подкормки, ничего не надо. Поэтому Но петунью сюда не посадишь, потому что петуньи места нет. маловато. Петуньи для петуньи А для места мало. портулака как Для раз, портулака прям вот хорошо. как раз. И какая вы выдумщица. А где вы подсмотрели эту идею? Сами В придумали? интернете. Вот вы откуда черпаете Да. идеи для Всё- вдохновения. Все с интернета. Какая вы молодец. И лавочку вы сделали тоже собственными руками. Да, лавочка тоже сделана собственными руками. Ну, сюда потом насыпется земля. Тут сейчас пока горшок поставили. Земля насыпется, и потом уже в землю посадим, а не в это. А что вы здесь планируете посадить на следующий год? Ну, там видно будет, надо дожить до следующего года. Что-нибудь посадим. Посадите, конечно. Конечно. Ну а сейчас у вас красивые петунии. Пока поставила петуньи, да. Мгм. Ваши любимые петунии. Мои любимые петуньи. Везде Ну петуньи. вот, дорогие друзья, посмотрите, как можно украсить свой дворик
даже находясь в центре города. Представляете? Ну что, дорогие друзья, будем вдохновляться опытом нашей героини Надежды Михайловны. Большое, огромное вам спасибо, что вы пригласили нас и показали свой сад. Вам спасибо.